Здравствуйте, на телеканале ВСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о ключевых событиях. Дело Украины против Радия Хабирова. Я для них персонифицированный враг, я это понимаю. За врагами охотятся. Генпрокуратура Украины обвинила главу Башкортостана в финансировании российской армии. Попытка давления или правовой нонсенс? А мировое сообщество, естественно, к этому заявлению серьезно не относится. Место для жизни. Кормят, поят, да, вот так же, мы как на довольствие состоим. Ее кормят, и меня тоже кормят. Отношения очень хорошие, как дома. Уфимский хоспис принял более 1000 подопечных за год работы. Непростой путь строительства и трогательные истории тех, кого хоспис спас от отчаяния, боли и одиночества. Я сюда пришла с 2 палочками, а теперь уже схожу с 1 палочкой. Точка притяжения для туристов со всего мира. Открытие такого музея нам дает очень большую возможность сохранить культурное наследие. В Чешминском районе открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. И это только начало большого научного проекта. Большое событие, что открываете этот прекрасный музей кочевых цивилизаций. И она откроет новую страницу. Здесь все по-взрослому. Детский творог, он только может быть жирным. У нас идет 10%, то в нашей линейке появился еще обезжиренный творог. Если мы детям даем только йогурты, то в новой линейке для взрослых у нас появился кефир. Молочная кухня выросла. Теперь в ее ассортименте еда не только для малышей, но и их родителей. Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение главе Башкортостана и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву по уголовному делу. Незалежные считают, что башкирские чиновники слишком активно помогают военнослужащим в зоне спецоперации. И с этим, кстати, трудно поспорить. Эксперты и сами бойцы подтверждают большую вовлеченность Радия Хабирова в деле СВО. Сообщение украинской стороны многие восприняли с известной долей скепсиса и юмора. Как повлияет предъявленное обвинение на ситуацию, расскажем в следующем материале. Я же еще понимаю, я глава республики, который не скрывает своей позиции. Я там во всех их базах данных, во всех их там санкциях и так далее, я для них персонифицированный враг, я это понимаю. За врагами охотятся. Он всегда понимал уровень рисков и шел на них сознательно, и когда прямо выражал свою позицию с правительственных трибун, и когда приезжал на передовую, чтобы навестить бойцов в зоне спецоперации. Смириться с этим украинская сторона, очевидно, не смогла, предъявив главе Башкортостана и мэру Уфы заочное обвинение по уголовному делу. Используя свое политическое влияние и административные ресурсы, подозреваемые лично отдавали распоряжение на приобретение для армии России военной техники, оборудования, амуниции. Досудебным расследованием занимается управление СБУ в Винницкой области. В том, что дело доведут до суда и даже вынесут обвинительный вердикт, сомнений нет. Вот только на позицию Радия Хабирова относительно спецоперации это никак не повлияет, заявили в администрации главы Башкортостана. С юридической точки зрения мы рассматриваем этот акт как правовой нонсенс, поскольку государственный служащий одного государства, который самоотверженно работает на благо своей страны, защищая ее суверенитет и безопасность, подвергается за это уголовному преследованию в другом государстве. Вместе с тем, Радий Фаритович относится к действиям органов прокуратуры Украины совершенно спокойно и будет делать все для содействия достижения целей специальной военной операции. Акт украинской стороны и в администрации, и среди общественности рассматривают не иначе, как признание личного вклада Радия Хабирова в поддержку СВО. Сообщение украинской генпрокуратуры эксперты восприняли с известной долей скепсиса и юмора. Юридических оснований решения украинских властей не имеет. В Конституции Российской Федерации в 59 статье сказано, что защита Отечества – это долг и обязанность любого гражданина Российской Федерации. А в соответствии с нынешней ситуацией Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области являются частью Российской Федерации. Это наша законная территория, принятая в состав в соответствии с нормами международного права, в соответствии с российским законодательством. Поэтому какой субъект, какому субъекту, как помогает – это наше внутреннее дело.
Будучи юристом с ученой степенью, Ради Хабиров и сам знает все эти тонкости, в том числе понимает, что решение органов прокуратуры Украины может иметь достаточно серьезные последствия. Если Радия Хабирова заочно осудят, он подвергается риску быть арестованным в любой зарубежной стране, куда поступят соответствующие запросы от Украины. Я сомневаюсь, что глава региона Ради Фаридович Хабиров в ближайшее время поедет в Оттаву, Вашингтон, Брюссель или Варшаву. Так вот, это решение может быть поддержано только ничтожным количеством государств, стран НАТО, а мировое сообщество, естественно, к этому заявлению серьезно не относится. В своем обвинении Генпрокуратура Украины упоминает и многочисленные башкирские гумконвои. Однако Ради Хабиров помогал Донбассу еще до начала специальной военной операции. Именно с его подачи отремонтировали школу в городе Петровское, которая теперь носит имя Минигалиы Шаймуратова. Это очень замечательный человек. Мы ценим нашу дружбу потому, что он все обещания, которые нам давал, выполняет. Побывав первый раз в нашей школе, он пообещал из нашей разваливающейся, рассыпающейся школы сделать современную, суперсовременную школу, то, что мы имеем сейчас. На новость отреагировали и командиры башкирских батальонов, подтвердив, глава действительно помогает бойцам. Ради Фаридович всегда был отличным руководителем и хорошим мужиком. То есть, как он поддерживал, так и будет поддерживать нашу спецоперацию ребят из Башкирии. Вся гуманитарка, все необходимое, что нужно для батальонов, для моего батальона, а также для других батальонов, все приходит. Большая благодарность. Нынешнее заявление не первый случай, когда Башкортостан оказывается в поле зрения властей Украины. В прошлом году, например, министр обороны Незалежный призвал башкир не участвовать в спецоперации. Однако всякий раз украинские заявления имеют обратный эффект. Башкирия – это одна из лидирующих, на самом деле, в вопросах помощи СВО республика. Здесь сформировано очень много добровольческих батальонов отдельных. Они показали себя очень классно на линии боевого соприкосновения. Ну и, собственно говоря, то решение, которое было принято в Киеве, это, я считаю, оценка, очень хорошая оценка результативности этого действия. Далеко не каждый руководитель российского региона удостоился этой высокой чести. Это настоящий патриот. Он будет помогать, помогал и будет помогать. Еще больше будет помогать. По крайней мере, это как раз в его духе. Своими действиями режим Украины пытается оказать давление на руководство страны и регионов. Однако, полагают эксперты, Радия Хабирова как борца это только раззадорит и подтолкнет к еще большему упорству в деле поддержки СВО. Артур Шамсудинов, Полина Затолокина и Загира Тангулов. Итоги недели. На этой неделе в Гафурийском районе установили бюст Героя России командиру танкового батальона полка Башкортостан Андрею Мигунову. Самую высокую награду страны подполковник получил посмертно, исполнив свой воинский долг в зоне СВО до конца. Он всегда сам выезжал на выполнение боевых задач и не раз спасал жизни своих подчиненных. Это Андрей Мигунов с позывным «Скиф» сделал и в своем последнем бою. Бюст Мигунову появился на аллее Героев в День ветерана боевых действий. Подробности далее. Под звуки гимна страны и ружейные залпы спадает белое полотно. В одном строю с героями Советского Союза теперь еще один герой – России, подполковник Андрей Павлович Мигунов. Вся его жизнь была связана со служением Родине. После школы – военное училище, затем Афган и кадровая служба в армии. Затем возглавил комиссариат Гафурийского района и даже после увольнения в запас активно вел военно-патриотическую работу. Когда началась спецоперация, принял решение вновь встать в ряды армии. Старался всегда помочь всем тем, кто к нему обращался. Для кого-то он был Андрей Павлович, для кого-то он был просто Палыч, а для своих бойцов он был батей. Когда они были на слаживании, он снимал свои погоны подполковника и наравне со всеми солдатами обучался, потому что никто из них, по сути, не танкист был. Все в каких-то других родах войсках служили. И от самого начала, от формирования батальона до самого конца он впереди всех, за всех отвечал головой, сам все проходил, узнавал и потом уже доносил до бойцов, объяснял, заботился о них. Поэтому бойцы, служившие под его началом, чаще называли Мигунова батей, а не официальным позывным «Скиф». В зоне СВО командовал танковым батальоном имени Героя Советского Союза Зорина, который входит в состав полка Башкортостан. Боевой офицер всегда в первую очередь думал о своих ребятах. Много раз выдвигались вместе, всегда прикрывал своих бойцов, сам выезжал на работу непосредственно. Возвращаясь, прикрывал наших же бойцов сам всегда. И за это отдать ему стоит
многое, то, что он многих наших ребят спас. Мигунов всегда сам занимался формированием группы для выполнения боевой задачи и возглавлял ее, чтобы быть рядом со своими бойцами. Опыт не продашь, поэтому думаю, я хоть немножко что-то помогу мужикам, которые вот они, да, они толковые. Но не все служили, не все знают, что такое война и все остальное. А я немножко в этом соображаю. В конце ноября 2023-го он, как обычно, выехал с группой, чтобы не дать противнику захватить занятые ранее полком рубежи. Задачу Мигунов и его танкисты выполнили успешно, отбросив врага. При этом подполковник не допустил потери личного состава. По дороге обратно БМП с командиром в кабине атаковали беспилотники. С их стороны, то, что мы сверху сидели, с их стороны дрон залетел. Сзади меня. Меня оглушило, я уже только потом понял, что у меня и руки нету, только потом они собой меня прикрыли. Вот за это ему спасибо большое. И вот в этой нестандартной обстановке, когда необходимо принимать решения, зная о том, что спасая своих подчиненных, ты однозначно погибнешь, так или иначе он совершил этот подвиг. Андрею Мигунову было присвоено звание Героя России посмертно. Глава республики Ради Хабиров также вручил семье подполковника орден генерала Шеймуратова. В день установки бюста бойцы танкового батальона посетили могилу своего первого командира. Дань памяти своему бате пришли отдать его боевые сыновья. Если один танк стреляет с закрытой огневой позиции, он все равно выезжал туда с ним. Хотя это работа сержантская, представляете? Но выезжал целый командир батальона. Он никогда говорит, я своих не брошу, я всегда буду с ними. Вот такой у нас во всем был скиф. В этот же день на стене здания военкомата, в котором много лет проработал Андрей Мигунов, появилась и мемориальная доска. А танкисты батальона хотят назвать скифом один из своих Т-90, чтобы дух первого командира был с ними и оберегал, как это делал скиф при жизни. Эмиль Басареев, Гузель Хамитова, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. На неделе Ради Хабиров первым подал документы для участия на предстоящих выборах главы в качестве одного из кандидатов. Листы поддержки с подписями депутатов и список лиц, которые поставили свои подписи, он предоставил в Центральную избирательную комиссию. Это обязательная процедура для всех претендентов на пост руководителя региона. С 1 по 11 июля им также необходимо предоставить в ЦИК финансовые отчеты и сведения о 3 кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего его кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации. В пятницу в Центральную избирательную комиссию Башкортостана поступили и документы для регистрации кандидата на должность главы республики Ивана Сухарева. Он представил листы поддержки с подписями 461 депутата, представленных органов местного самоуправления. Также Сухарев отчитался, что не имеет счетов за пределами Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Напомню, что голосование на выборы главы Башкортостана продлится 3 дня – 6, 7 и 8 сентября. Точка притяжения для туристов со всего мира. В Чешминском районе состоялось открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Инициатором строительства уникального объекта является глава Башкортостана Ради Хабиров. После окончания работ комплекс станет крупнейшим в России историко-культурным центром по изучению кочевников. Но уже сейчас здесь можно много узнать не только о жизни башкир времен Золотой Орды, но и формировании других тюркских и монгольских народов. Мой коллега Азат Садреев посетил визит-центр. На несколько столетий назад зрители перенеслись еще до официального открытия визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Несмотря на 30-градусную жару, артисты в меховых костюмах подарили гостям незабываемое представление. А сам комплекс, который вписался в местный ландшафт, расположен на торговых путях времен Золотой Орды, ведущих из Волжской Булгарии и верховьев Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Вот я стою перед вами, самый счастливый человек. Потому что, когда мы начинали вот этот проект, мало кто верил в него. Мы 6 научных экспедиций отправили в Китайскую Народную Республику, Монголию, Казахстан, Узбекистан. Мы очень внимательно изучили все.
И вот здесь вот формируется новая, яркая, научная, историческая точка развития нашего современного Башкортостана. Открытие визит-центра Турахан оказалось знаковым событием не только для Башкортостана. Гостями мероприятия также стали делегации из Узбекистана, Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран ближнего зарубежья. Приехали не с пустыми руками. Из подарков сформируют еще одну экспозицию кочевых народов. Транспортное передвижение кочевых народов – это обязательно. Конь, лошадь. И для них самый хороший подарок – это седло. Мы привезли из Азербайджана седло, которое специально сделано для этого мероприятия. Я надеюсь, что наш подарок вам понравится. Там есть легенда о 7 девушек, а в Узбекистане есть легенда о 40 девушек. Смотрю, язык у нас очень близкий, даже одинаковый. И культура тоже очень похожа, даже национальные костюмы, еда, как они называются. Открытие такого музея нам дает очень большую возможность сохранить культурное наследие наших народов. Визит-центр построили по инициативе главы Башкортостана, а сам проект создания Евразийского музея кочевых цивилизаций поддержан мировой общественностью. По словам экспертов, кочевой образ жизни накладывает определенный отпечаток на культуру, мировоззрение, менталитет народов. Оттого и создание подобного комплекса – особенное событие для культуры и истории не только Башкортостана, но и всего Евразийского региона. У казахов говорят: казах башкор бір туған. То есть мы родные братья и корни одинаковые. Поэтому очень важно, большое событие, что открываете этот прекрасный музей кочевой цивилизации. И она откроет новую страницу. Некогда бывалые наших прекрасных, богатых культурой, богатой историей великого народа, который находится в центре именно Евразии. Открытие визит-центра совпало с еще одним историческим событием. В тот же день республика получила патент на географическое название «Башкирская шаль». Мне кажется, это очень символично. Буквально год назад мы получили регистрацию башкирской лошади. Есть регистрация на башкирский курай. И мы понимаем, что наши предки, кочевники, башкиры, всегда курай, шаль, лошадь, конечно же, их сопровождали. История формирования тюркских и монгольских народов – одна из важных тем, которую планируется раскрыть в Евразийском музее кочевых цивилизаций. В древности они составляли большую общину кочевых племен, проживающих на территории Евразийской степи, от Китая до Северного Причерноморья. И сегодня в России находится самая большая площадь, на которой проживают потомки кочевых народов. Первыми экспонатами нового музейно-выставочного комплекса стали уникальные книги, копии Корана Османа и Остромирова Евангелия. По мнению священнослужителей, это еще больше сплотит наши народы, а Евразийский музей кочевых цивилизаций станет центром, объединяющей все религии, существующие в стране. И, как отметил Ради Хабиров, визит-центр – это только начало. Здесь формируется очень сильный центр туристический, этнический, гастрономический, научный. Здесь будет музей сам, это большой объект. Через дорогу будет центр башкирской лошади, это 2 ипподрома, это закрытый манеж для конкура и для разных видов соревнований. Это этнодеревня, это будет центр ловчих птиц. Здесь мы будем возрождать искусство древних башкир по разведению ловчих птиц. Это хищники птицы, которые, вот, соответственно, это целая такая глубокая наука и искусство. А рядом, буквально в километре, будет строиться спа-отель «Кочевник». Рабочее название спа-отель «Кочевник» – это 5 звезд с плюсом. Это будет очень хорошее дело. Экспозиция начинается еще до того, как гости переступят порог визит-центра Турахан. На входе туристов встречают колонны фасадов, украшенных орнаментами тюркских и монгольских народов. Подняться на высшую точку всего музейного комплекса можно по пешеходной тропе длиной более 600 метров. Она оснащена информационными стендами. Ну а здесь наверху, конечно же, стоит посетить уникальный мавзолей Турахана времен Золотой Орды, насладиться прекрасными видами со смотровой площадки. Здесь же, кстати, находится и некрополь, где в данный момент работают археологи. Объект уже стал местом паломничества туристов со всей России и ближнего зарубежья. Башкирские аксакалы и представители родов в качестве благодарности подарили главе республики национальный головной убор – тюбетейку. Для местных жителей открытие визит-центра стало особенным событием. Уроженка Чешминского района Резеда Жукова не согласна с выражением, что Башкирия – это вторая Швейцария. Наоборот, считает, что Швейцария – это второй Башкортостан. Девушка прилетела на малую родину в гости. Ну как, меняется республика? Краше становится? Конечно, краше становится. Открывают новые центры, дороги хорошие стали. Ну и природа у нас такая красивая, чистая. Видно, что ухаживают.
Историки говорят, что комплекс будет являться логическим продолжением открытого в 2022 году в Бурзянском районе музея «Шульганташ». Теперь в Башкортостане есть возможность представить жителям и гостям быт и культуру людей как периода древности, так и средневековой эпохи. Азат Садриев, Булат Садриев, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Чешминский район. Более 1000 человек получили паллиативную помощь в стенах Уфимского хосписа всего за год его работы. История центра – это история добра и милосердия. Для подопечных неизлечимо больных созданы все условия. Отдельные палаты, молельные комнаты, игровые площадки. На окнах занавески, есть даже свой код, чтобы люди чувствовали себя как дома. Когда Ради Хабиров принял решение построить хоспис, главу республики поддержало большое число неравнодушных людей, которые безвозмездно вложились в возведение такого важного учреждения. Но не все шло гладко, при этом даже мысли о том, чтобы свернуть проект, не возникало. С какими результатами встречает хоспис свою первую годовщину в материале Динары Таймасхановой. Хоспис – место, где всегда поддержат. 7-летняя Софья не ходит и не разговаривает. Самый главный человек в ее жизни – папа. Он буквально носит ее на руках. Александр Айметов воспитывает дочь один. Супруга умерла 2 года назад. Собственного жилья, как и близких родственников, нет. А малышке нужен уход 24/7. А вот я в этой же комнате, у нас вот кресло, это раздвигается, расправляется, я в кресле. Кормят, поят, да, вот так же. Ну, мы как на удовольствие состоим. И ее кормят, и меня тоже кормят. Так же. Отношения очень хорошие, как дома. Да, теплое, да. Ну, как с родными. Хоспис – место бескорыстной дружбы. Раиса Костюченко и Марина Елпаева живут в одной палате, познакомились здесь. Вместе ходят в молельную комнату, гуляют, обсуждают новости, подбадривают друг друга и мечтают встретиться еще. Очень хорошо попал я с соседкой хорошей, которая тоже вяжет все. Мы с ней, хоть она младше меня, но мы очень благодарны, что мы встретились в таком заведении. Я сюда пришла с 2 палочками, а теперь уже схожу с 1 палочкой. Да. А пришла с 2 палочками с онкологией. А еще хоспис – это место для тех, кто сам хочет помогать другим. Юрист Оксана волонтерит еще со времен, когда был только фонд до строительства хосписа. Сын за это время подрос и теперь приезжает с мамой. Вместе собирают тележку счастья. Так здесь называют подарки и сладости для подопечных. Как делать добро словами не объяснишь, а вот личным примером можно. В первую очередь я восхищалась людьми, которые работали в фонде и у которых это было первично помогать. Но, соответственно, естественно, у них не хватает на все сил, а хотелось поддержать этих людей. Тут есть одна такая бабушка, и она мне больше всего нравится здесь. Мы с ней гуляли, да. И она еще, у нас она там всякие просит там фрукты какие-нибудь помыть, там почистить, что-то типа такого, как с ребенком. Заведующая хосписом для взрослых Наиля Кудашева больше 15 лет была врачом в обычной больнице. Здесь, она говорит, у медиков полномочия шире. Здесь врач должен быть не просто одного профиля. Тут надо быть и терапевтом, и неврологом, и онкологом, и кардиологом, то есть все области медицины, и хирургам в том числе, там и устанавливать многогастральные зонды, перевязки делать. То есть очень широко профильным врачом надо быть. О том, что республике нужен хоспис, говорили еще лет 20 назад. Активисты обращались и к бизнесу, и к власти с этой просьбой. Решение, что отдельному учреждению паллиативной помощи в республике быть, принял Ради Хабиров. Мы центр строили всем миром. Это действительно так. Тут люди помогали кто как мог, кто людей давал, кто копейку давал, кто большие деньги давал, кто строители давал, кто подключался бесплатно нам к инженерным сетям. Вот очень много людей в этом участвовали. И подчеркиваю, что это хоспис, вот в чем его ценность, на мой взгляд, что республика, люди неравнодушные объединились и его построили. Поэтому огромное спасибо. Сегодня я хочу вновь напомнить и сказать огромное спасибо всем тем, кто приложил руку к этому замечательному нашему
объекту. Хоспис – это не больница. Здесь нельзя излечиться, но можно подарить тепло и заботу. Это не место, куда приходят умирать. Это место для жизни. Поэтому и условия близкие к домашним. Занавески, скатерти, кухня и даже есть питомец. Черная кошка Мистика. Палаты в хосписе расположены на первом этаже. Каждая из них оснащена отдельным выходом на улицу. В любое время подопечные могут выйти на прогулку. Условия для этого созданы. Есть скамейки, зеленые насаждения, оборудованы тротуары. А также есть детская площадка. К слову, каждое игровое устройство оснащено пандусом, для того, чтобы забраться на него можно было и на инвалидной коляске. Сегодня коечный фонд хосписа состоит из 40 мест для взрослых и 20 для детей. Однако в будущем его планируют расширить. Ведь неизлечимо больных людей в республике намного больше. У них тяжелые диагнозы. Онкология, неврология, сбой в генетике или последствия травм. Хоспис развивает паллиативную помощь в целом. Студенты проходят здесь практику, а сотрудники обучаются в других регионах, чтобы сделать условия подопечным еще лучше. Для нас, для всех это так быстро пролетело, потому что каждый день все, кто здесь работают, все, кто занимаются хосписом, все, кто каждый день приходят сюда и общаются с нашими подопечными, они, конечно, вкладывали свою душу, свое сердце, свой профессионализм, свой труд. Путь к строительству хосписа был непростым, он пришелся на финансово тяжелые времена, пандемия, спецоперация. Но люди, сопереживающие чужой беде, продолжали вкладываться в проект. Было и время непонимания со стороны населения, не зная точного значения хосписа. Они не хотели жить рядом с ним. От недобросовестных журналистов потянулись статьи с желтыми заголовками, желающих очернить руководство региона и неважно, на какой теме поднять свои рейтинги. Хоспис – это про жизнь. Вот. Здорово, что так. Вот. Конечно, здесь в хосписе, если там уходить глубоко в это все-таки боль, болезнь, неизлечимая болезнь. Но, тем не менее, вот философия хосписа, что это про жизнь, что даже если вот тут пожилым людям, может быть, недолгий срок остался, чтобы они провели в заботе, в уважении, в ласке, в хорошем уходе. Вот это здесь прекрасно делается. Ради Хабиров на первый год работы подарил хоспису панно с сурой из Корана. Оно будет храниться в мусульманской молельной комнате. Поздравить учреждение и поддержать подопечных может любой желающий. На сайте есть все необходимые данные для перечисления средств. Любая сумма станет символом того, что доброта – ценность, разрушить которую не смогут ни время, ни обстоятельства. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов и Булат Садриев. Итоги недели. Ради Хабиров на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором его супруга играет на курае. На видео Карине Хабирова взяла в руки национальный инструмент башкир и солировала на сцене в составе ансамбля. Ради Хабиров рассказал, что такой подарок супруга преподнесла на 7-й день рождения их сына Фарита. Он признался, что для него это тоже стало приятным сюрпризом и еще одним доказательством того, что его супруга любит и чтит культуру башкир. В интернете это видео сразу стало популярным и набрало большое количество лайков и поддерживающих комментариев. Поддержали супругу главы республики и известные деятели культуры. Это для меня очень неожиданно вообще. После того, как она сыграла, мне кажется, вот эта женская игра на курае второе дыхание возьмет. Я так думаю. Сейчас больше девушек начнут играть на курае. Я сравниваю мужскую игру и женскую игру. Женщины играют, очень мягко играют. Но и в этот раз не обошлось без попыток очернить историю, касающуюся руководителя региона. Его супруга стала мишенью для нападок со стороны небезызвестного издания «Пруфы» Рауфы Рахимовой. Эта СМИ попыталась раскритиковать игру Карине Хабировой на курае, придравшись к ее музыкальному мастерству. Правда, настоящие, а не мнимые эксперты в области народной музыки сошлись во мнении, большинство людей курай, будучи очень сложным инструментом, вообще вряд ли под силу. А на видео не профессиональный музыкант, да к тому же еще и женщина. Поэтому такие нападки в адрес супруги Ради Хабирова они назвали мелкими, бессовестными и направленными против башкирского народа и его культуры. То, что Карина Владимировна сыграла на курае, это демонстрация проявления уважения к культуре
башкирского народа. Те, кто не уважает, никогда не будут пытаться освоить национальный инструмент. Это прекрасное стремление, тем более для девушки. А ее дети, которые будут расти и видеть это, тоже будут любить и уважать эту культуру. А тем, кто пишет, что она не попадает в ноты, я хочу сказать, что она не будет профессионально заниматься на курае. А для начинающего, для любителя, который только осваивает инструмент, это вполне допустимо. Нападки правоуфов не что иное, как демонстрация их беспомощности и злости в попытках очернить этот прекрасный момент, который оценил весь башкирский народ. Курай – это очень сложный инструмент. А сложность именно в извлечении звука. Я сам научился играть на курае в 7 лет и до сих пор не могу добиться идеального звучания. Но Карина Владимировна своим примером показала, как она относится и уважает башкирский народ, Республику Башкортостан, и показала, как она любит и уважает свою семью и своего мужа. Хочу сказать, Карина Владимировна, вы большой молодец. И, посмотрев видео, наткнулся на некоторые комментарии, которые очень злобные и агрессивно были настроены. Я хочу сказать всем комментаторам, которые пишут такие гадости, что, во-первых, не нужно искать плохое там, где его нет. Во-вторых, если вы хотите написать, что как-то не так она сыграла или в таком подобном роде, то возьмите сами курай и попробуйте сыграть. 1 миллиард рублей направят в этом году на благоустройство придомовых территорий. По программе «Башкирские дворики» в порядок приведут почти 150 дворов. Важно, что общественное пространство меняет свой облик с учетом пожеланий самих жителей. В рамках программы появляются новые детские и спортивные площадки, обустраивают парковки, тротуары, озеленяют территории. О том, как продвигаются работы по преображению башкирских двориков в разных уголках республики, расскажет Руслан Батаргариев. Мы просили именно сделать зону отдыха для пожилых людей, для детей сделать горки, сделать нам скамеечки, чтобы мы выходить смогли, гулять и сидеть. И это лишь часть преображенной территории. 2 месяца потребовалось, чтобы безжизненный пустырь с одинокими качелями превратился не просто в игровую площадку, а в большой дворовый комплекс. Не каждая новостройка способна похвастаться такой красотой. Сейчас, конечно, все настолько изменилось, настолько красиво стало. Выросли детские и площадки, и детские сооружения. У нас сейчас здесь столько народу, столько детей и столько взрослых. И вот по этим дорожкам, по площадкам все ходят и с колясками, и без колясок. Ну, мне кажется, это для всех очень большая радость. На 6 домов здесь 3 двора, но каждый из них не просто благоустроили, а объединили в единый ансамбль. Здесь и зона для малышей, и 2 больших комплекса для детей постарше. В разнообразии горок можно запутаться. Все с бортами безопасности или закрытого типа. Отдельно спортивная зона с тренажерами. Первое впечатление — шок. Шок, конечно. Очень работники такие доброжелательные. Нам очень понравилось, как они работают. Когда мои дети были маленькие, этого не было. Но зато у меня сейчас внуки есть. Все хотят сюда прибежать, поиграть. Внучка говорит: я теперь у тебя буду жить. Преобразить эту немаленькую по площади территорию в городе Октябрьском удалось благодаря программе «Башкирские дворики». При разработке проекта традиционно учитывались пожелания жителей. Раньше это был пустырь, несколько элементов, которые были в свое время построены застройщиком в 90-е годы. А сейчас это полноценные детские площадки, которые имеют современное тартановое покрытие, современные игровые комплексы. Плюсы программы «Башкирские дворики» в этом году ощутят и жители нескольких домов по улицам Садовой и Худайбердина в Кармаскалах. Там работы в самом разгаре. Строители укладывают асфальт, обустраивают тротуары. По проекту предусмотрены парковочные места и зоны отдыха. По периметру сделают освещение и смонтируют систему видеонаблюдения. Это заключительный этап строительства. У нас осталось проезжая часть асфальтировать. Это установка МАФов и детские площадки.
1326 дворов за 5 лет. Программа «Башкирские дворики», инициированная главой республики Радием Хабировым, реализуется с 2019 года. Изначально срок ее действия был рассчитан до 2024 года. Однако, учитывая популярность и востребованность у жителей, власти приняли решение продлить программу. Это такая большая, хорошая и нужная программа, которую люди очень ждут. И надо вам уже сейчас начинать думать о 2025 году. Примерно такую же сумму пока закладываем и будем смотреть, чтобы уже люди понимали. Да, в этом году не попали, попадут в следующий год. Следующий не попали, значит, через 1,5 года там, или через 2. В этом году по программе «Башкирские дворики» 143 территории в 33 муниципалитетах изменят свой облик. Масштабную стройку затеяли и в Баймаке. Там благоустраивают внутриквартальную территорию, куда входят дома по улицам Мира, Чекмарева и Есенина. По проекту предусмотрен полный комплекс работ по асфальтированию, обустройству игровых и зон отдыха. У нас в этом году это первый этап только. На следующем год мы будем продолжать на другую сторону. Это у нас получается Есенина 5, 7, Чекмарева 34, 36, 38, 40. Там дойдем. Работы продолжаются и в столице республики. Во дворе дома номер 16 по улице Ухтомского на месте бывшего пустыря уже появились новые детские и спортивные площадки. Подрядчики монтируют системы освещения и видеонаблюдения, обновляют тротуары и бордюры. В настоящее время на территории Демского района в активной фазе ведется работа по программе «Башкирские дворики», благоустройство территории 4 жилых домов. И в июле месяце текущего года мы полностью завершаем данное благоустройство и передадим уже отремонтированные территории нашим жителям. На реализацию башкирских двориков основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета. Это 94%. Муниципалитеты вкладывают 5% и 1% сами жители. Программа позволяет сменить вид за окном, не меняя жилья, а улучшая пространство вокруг него. Порой до неузнаваемости. Руслан Батыргареев, Анастасия Ильчебаева, Алия Эльтубаева, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Молочная кухня выросла. Полюбившаяся многим жителям республики продукция для самых маленьких теперь может напоить и накормить взрослых. На производстве запустили большие форматы в ПЭТ-бутылках и добавили новинки. Натуральная продукция без искусственных добавок теперь не только для детей. На производстве побывала моя коллега Анастасия Ильчебаева. У нас не 900 грамм и не 930, у нас честный литр. Здесь все по-белому. Доверие молочной кухни уже успело заработать и у самых маленьких потребителей, и у их родителей. На производстве решили отойти от принципа «хорошего помаленьку» и запустили продукцию в большом формате. Слишком много было пожеланий. Можно ли тоже детское молоко купить, уже в большем объеме? Да, во-первых, это удобнее. Это не нести домой 5 по 200 грамм молока, сразу несем домой литр. По сути, мы детскую продукцию разлили в бутылку для взрослых людей. В этом вся концепция. Изначально молочная кухня задумывалась как детское питание. В 2019 году ее начали возрождать по инициативе главы республики. А к производству продуктов для самых маленьких требования еще жестче. И вот теперь там, где соблюдены самые строгие нормативы, выпускают и молочку для взрослого населения. По сути, все то же самое, но в большом объеме, с добавлением новинок в список товаров. В детской линейке априори не может быть жирной продукции сметана. То есть у нас появилась сметана 15% и 20%. И если детский творог, он только может быть жирным, у нас идет 10%, то в нашей линейке появился еще обезжиренный творог. Если мы детям даем только йогурты, то в новой линейке для взрослых у нас появился кефир. Производство наладили в городе Октябрьском. Для этого пришлось увеличить мощности цеха. Теперь здесь принимают не 5 тонн молока, а 15. Сырье тоже местных фермеров. Приходят в фирменных стерильных молоковозах. Продукция снабжена маркировкой «Честный знак». Так что потребитель сможет узнать, где именно живут коровы, поделившиеся этим молоком. Кран открыла, молоко пошло, принимайте. При приемке молока мы перекачиваем молоко в приемные танки, и с них уже далее они идут на пастеризацию, то есть на термическую обработку, и далее уже на продукцию, на взрослую и на детскую, либо на заквашивание. С молоком никак никто не соприкасается, они все только по стерильным, чисто мытым молокопроводам проходят. К выбору ферм, конечно, тоже относятся с особым вниманием. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. В каждом цехе своя лаборатория. Мимо этих специалистов не проскользнет ни один антибиотик. На кислотность, на жирность проверяем антибиотики, есть ли в молоке. Сырье проверяем сначала. Потом, когда уже идет фасовка продукции,
Мы, естественно, проверяем продукцию на качество, соответствует ли нормам. Мы стоим на страже по производству качественной продукции. И этим молочной кухни и подкупает. Вся продукция без искусственных добавок. Сейчас ее бесплатно выдают более чем 23,5 тысячам льготников. Есть она и в свободной продаже. Как дочка родилась у меня, часто беру молоко, кефир, молочную продукцию. Все очень вкусно, натуральное. То есть ребенку нравится, я и сама порой кушаю, мне тоже нравится. И вот тут как раз будет удобен уже большой формат продукции. Приобрести ее можно в фирменных раздаточных пунктах молочной кухни. Адреса указаны на официальном сайте и в супермаркетах почти всех крупных сетей республики. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Рустам Галямов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. До свидания.